Историческое событие для православных осетин. Теперь Священное Писание можно прочитать на родном языке. За почти четверть века целая группа специалистов проделала огромную и такую важную работу, значимость которой переоценить невозможно. Переводчики приложили все силы, чтобы успеть к 1000-столетию крещения Алании. Торжественную презентацию посетил председатель правительства Борис Джанаев и епископ Владикавказский Аланский Герасим. Слово моей коллеге Сабине Гатаговой. 30 переводчиков, редакторов и корректоров провели без преувеличения колоссальную работу. Больше 20 лет детально изучали историю древнего Израиля и Осетии. Участвовали в семинарах в Санкт-Петербурге, посещали курсы древнееврейского языка. Осуществить прямой перевод с иврита на осетинский помогали ученые мирового уровня. Осетинский язык столь же древен, как и библейский иврит, да? Они где-то даже по звучанию, они где-то похожи. Улавливала я какие-то ассоциации какие-то были. И, вы знаете, и знание иврита потом уже помогало и глубже узнать свой собственный язык. Средства на типографию, бумагу, транспортировку и печать поступали со всего мира. Важно было успеть именно к 1000-столетию крещения Алании. Специалисты отмечают, это огромный вклад в развитие осетинского языка, общества и республики в целом. Сейчас тираж 1200 экземпляров, в Писании около 2000 листов. Этот труд, он предназначен для того, чтобы им пользовались, то есть переводом Библии, не только в каких-то узких кругах, не только в церкви, не только священники, не только какие-то любители, специалисты, но чтобы он был распространен во всем обществе, чтобы библейские смыслы формировали мышление, влияли на поступки, влияли на решения людей во всех сферах жизни. Специалисты Российского библейского общества работали в тесном контакте с Владикавказской епархией. Библию украсили национальным орнаментом и Аланским крестом. Сам процесс перевода Библии на осетинский язык, как и ранее богослужебных текстов, способствует его развитию и становится гарантом его сохранения. Тема сохранения национального языка для Осетии сегодня важна и актуальна как никогда. Именно поэтому появление данной Библии ждут с интересом и нетерпением. Сегодня здесь присутствуют представители государственной власти, научного сообщества, православной церкви, общественности, что воочию является симфонией нашего совместного соработничества во имя дальнейшего духовно-нравственного возрождения отчизны. Указом главы республики Сергея Миняйла за большой вклад в перевод на осетинский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета специалисты наградили медалями во славу Осетии и почетными грамотами республики. Благодарить всех, кто принял участие в масштабной работе за реализацию этой непростой задачи. Уверен, что новое издание Библии станет для верующих источником духовной помощи и благодати. Это историческое событие для православных осетин со всего мира. Перевод получил высокую оценку специалистов. Сабина Гатагова, Алана Бзыкова. Новости Осетии.